Ребят, 13 мая сегодня. Я ночью вставал, поснимал вам ночь. Сейчас 7 часов 27 минут. Вот это я поспать. Действительно, за эти 2 дня я так выспался. И не могу, вот как будто вот ты, когда ты голоден, ты ешь, не можешь наесться. Я также никак не могу выспаться. Я так расслабился, блядь, так все, отдохнул капитально. Сейчас буду кипятить чай, попью горячий свежий чай и соберусь и обратно поедем домой. Вот. В принципе, свою задачу я выполнил. Заготовил дрова. Самое главное, ребят, отремонтировал наконец-то печку, которую я всю ночь, знаете, вообще проблем не было сегодня. Вообще никаких проблем. Там небольшие угольки, но они еще есть. Ну да. Всю ночь он грел меня. Вот. Проблем никаких не было. И не будет, я думаю. Вот. Ну и что еще? Третье я хотел. Третье это поставил фотоловушку. Тоже уже давно хотел. Вот. Надеюсь, что кого-то там поснимает наша фотоловушка. Фу, лицо на опухшее. Действительно, я поспал. Ой. На улице сегодня солнышко вышло. Солнечно и светло. Вчерашний дождь еще. О, заяц. Вон заяц. Как я не заметил его. Вон он, зайчишка. Надеюсь, видите. Вон на тропинке. Блин, надо вам как-то четко показать. Вот тут стоял, прямо здесь. Вон уж, ой, убежал все. Один был. Он еще бежит. Надеюсь, в кадр попало. Вот тут он стоял. Как я его сразу не заметил. С окна не заметил. Если с окна заметил бы, в упор мог бы вам поснимать. Такой кадр. Но он уже сероватый. Зайчишка. Вот это да. Редкие кадры. И так, блин, обидно, что вот я не заметил, что в упор вот так с окна поснимать для вас не получилось. Это хорошо, что зайчишка есть. Вот. Но на улице прохладно. Прохладно еще. Как бы я в футболке вот вышел. Футболка. Чуть-чуть прохладно. Так, ладно, сейчас я затоплю. Не знаю, или костер, наверное, организую. Там костер сделаю. Потому что сыро не опасно. А так, конечно, не стараюсь весной с костром баловаться. Ух. Да, сейчас поедем обратно уже. Просто делать мне нечего здесь. Время просто так. Я отдохнул свое. Как все высохнет, на уборку я еще приеду. С собакой, может, с Туланом приедем.
Ребят, открыл вот. Но видно, что через наше отверстие вот этот конденсат выходил. Вон, видели? А через по трубе вон туда тоже накапало сколько. Там капает и сгорает. Но тут еще отверстие у меня есть. Как бы, чтобы на плите не накапливалось. Потому что у меня плита, задняя сторона выше. Я так сделал, потому что, чтобы тяга лучше была. Как бы наискосок вот так у меня. Нижняя плита вот так. Внутренняя. Если вот так сделать, если не, задняя часть ниже будет, у вас тяга хреновая будет. А чтобы ничего дым не задерживало, вот так у меня задняя часть чуть повыше, на 1,5 сантиметра, наверное. Вот. И если обильно так будет, как сказать, накапливаться вот какая-то жидкость, просто здесь вот по этой двери будет выходить. Чтобы этого не было, вот там еще отверстие я сделал. Вот. Ну и сверху, да, конечно, видно, что конденсат был там. Хорошо, что у нас сейчас есть отверстие и вот тут уже 100% не будет выходить. Все, эта проблема решена. Печка горячая еще. Всю ночь он грел меня. Ночью вставал, одно полено я подкидывал, чтобы полностью не погасло. И все. Всю ночь у меня на экономном режиме стояла печка. Полностью закрываешь, и он жар держит всю ночь. Даже жарко было, дверь открыта была. Вот. А одеяла не было. Просто я, как сказать, с амбара там тоненькое одеяло заносил и все под себя. Сюда стелил. И подушка. А уже, чтобы укрываться, нечем было. Ну, жду, когда закипит чай. Уже закипело, ё-моё. Так все быстро все делается. Там закипело, оказывается, костер. Потушить сейчас, пока пусть горит, но смотрите. Чай не закипело. Все, попью чаек. Не, лучше потушу. Нахрен. Проблемы потом выйдут. Не люблю это вещение костры. Вообще не люблю. Ну как елка, она такая штука, что угольки летят в разные стороны. Все. Сейчас погаснет. Он погаснет. Я попью чаек горячий. Из трубы жар еще идет. Вообще здорово, когда все получается, когда ты что-то делаешь и получается, блин. Столько нервов я уже истратил с этими печами, там кирпичными печами, и сейчас вот сразу не получилось у меня. Пришлось тоже 2 раза переделывать. Первый раз прошлой осенью я показывал, переделывал трубу, соединение. Потом вот здесь пришлось по-новому привозить все инструменты, чтобы все это просверлить, там пилить. Вот. Все хорошо, одним словом. Ну вот и все, ребят. Я уже все собрал. И уборка, как всегда. Дрова есть. Немножко тут
Вот здесь полный, как сказать, полный ряд был. Я немножко там истратил. Я даже оттуда не расколол в этом походе. Да дофига. Мужики там заготовили. Вот так. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Такой был поход. Столько вещей надо отнести. Тут тоже все порядок. Может быть примерно, ребят, через пару недель, может, еще один поход сюда будет. Пока не будет комаров. А как комары выйдут, я уже сюда не приеду. Вот. Некоторые дела недоделанные еще тут остались. А в этом походе я просто отдыхал. Я выспался, отдыхал, но и дрова заготовил немножко. Да, и особо планов у меня таких никаких не было. Я хотел просто отдохнуть. И, как сказать, на охоту, в принципе, тоже никуда не сходил. Там я тоже увидел сломанное дерево. Давайте сходим. Можно, конечно, сходить на така, там кругом такую косачи. Но весной я не хожу на них. Уток мало, минимум. Тоже искать их. Просто отдохнул, и я доволен этим походом. Или это уже старое, старое свалившееся дерево. Там более-менее. Это, оказывается, старое дерево. Я уже это дерево использовал, сломанное. Тут пилил это. Так, ладно. Вот такие дела. Снежок еще есть. Чуть-чуть. Но очень сыро тут, потому что почва глинистая. И вода просто стоит. Изба, в принципе, сейчас очень не подправили. Тоже стоит ровно. Пока придется так. В этом году еще в таком состоянии будет стоять. Но если будут бревна, ни в коем случае я ремонтом весной не займусь. Там просто плавает все жижа. Ремонтом только или в августе заняться, или в сентябре перед охотой. Заехать там на пару дней. Но весной тут, конечно, что-то с чем-то. Просто плавает, ребят. Сюда одно полено, полполена вбил. Видите как? Даже не хочется трогать. Вот так. Так что ждите очередные походы в эту избу. А сейчас пойдемте к лодке и обратно поедем. Уже сегодня поеду я домой. 3-дневный поход такой получился. Пока результат 0, но меня это вообще нисколечко не огорчает, что я возвращаюсь пустым. Это 4 утки за весну я добыл на угощение. А там как повезет. Самое главное, чтобы результативная охота была осенью. Вот это уже очень большую роль играет. Ты одного рябчика на всю зиму будешь добывать, или же много рябчиков, чтобы всю зиму там суп варить из этих рябчиков, или еще из каких боровые птицы. Но это как повезет, ребят. Погода шикарная сегодня. Вчера вот сами видели, показывал. Дождь был, а сегодня класс. Сегодня снова очень ветрено. Ветер поднимается. 2 дня штиль был.
приходится обходить. Так. Ух, вспотел. Так. Там еще обходить. Есть, ребята, избы у некоторых охотников, скажем, от дороги, от реки, ну, за 8, за 10 километров. И на осенней охоте они идут пешком до избы. У них на плече тяжелый рюкзак, продукты. Они идут на несколько недель, даже на месяц. Несут на себе большой рюкзак и оружие, бензопила. Крепкие мужики. Вот. Я, блядь, прошел тут 300 метров и уже тяжело тебе, кажется. Вот наша лодка. В принципе, не болтается без ничего. Значит, лишней воды нету. Не пришла. Фу. Ну, может, чуть-чуть. Незначительно, немножко. Вот так. Все. Куда бы остановиться? Наша фотоловушка тут. Установка вообще хреновая тут. Поменял аккумулятор. Разрядился аккумулятор у меня. Всякие пожарные уже я тоже возьму. Немножко боюсь я медведей. Так. Причалка тоже тут. Звено у меня сломалось. Надо приварить. Так. Конечно, не надо было бы сейчас пока тревожить эту фотоловушку. Лишний раз подходить. Если кто-то из бобров приходит, он учует это, мой запах, и может оставить все. А может и не приходил уже. Сутка прошло. Взглянем.
проверю. Что-то новое есть, нету. Какое-то изменение. Или все по-старому. Так. Этого вроде не было. Вот этой палки вроде не было. Вон чирок. Один. 15 метров от меня. Вон он плавает. Не хочется стрелять. Пускай плавает. Так. Вон он. Отзывается. Так, короче, не знаю, может и учуял мой запах бобр. Но оставим, пускай будет тут. Включенный у меня он. Ой, иди, взлетай. Добрый Олег весной. Осенью безжалостный. Вот почему он... Этой палки вроде не было. Может близко, он просто учуял там. Не знаю, куда-то переставить не стоит, думаю. Так, ребят, я у лодки. Снова с фотоловушкой. Там удлинил веревку. Немножко добавил. Я все-таки, решил переставить. Как-то не по себе. Выбрал другое дерево, оно толстое. Сейчас буду переставлять. Потому что там вообще совсем рядом может
что-то он чувствует. А здесь подальше поставлю. И думаю, все получится у нас. Так, установил. Вот прямо напротив тропинки. Солнце, дневное солнце сбоку будет. Ну и ночью тоже ничего не будет мешать для съемок. Короче, пока тут оставлю, что будет, что получится. Завал спилили, что ли? Я и не понял. Вроде тут был завал. Или ошибаюсь? Неужели ушел этот затор? Короче, верхний затор, который второй был побольше, он уплыл. Может, помогли, может, спилили мужики там. Потому что на лодке уже несколько раз проезжали, несколько мужиков там. Когда вдвоем легче пилить, там один лодку держит, второй пилит. Или просто водой повернула. Короче, раскидала все этот мусор. Там еще ниже один затор был. Но он поменьше. Не такой страшный, как этот был. Повыше, похуже был затор. Побольше. Короче, ничего не успел. Блин, вдруг с поворота затор появился. Чуть не врезался на. Чтобы сбросить скорость, там обратно назад сдал. Вот это второй был. А верхний-то уплыл. Вот сюда, наверное, пришли этот мусор. Тут тоже капитально. Надо разобраться, где бы пройти. Чирки, вон они. 3 штуки. Ой, блядь. Здесь такой коридорчик небольшой. Сейчас-то пройдешь. Придет время, придется пилить, как ни крути. Ох, капитальный затор. Вот эта береза и держит там. Одна береза и держит. Вот эта береза и держит. Блин. Чуть-чуть воды не хватает. Если вода поднимется, там, может, еще пройдет. Небольшой завал. Но терпимо. Терпимо. По малой воде придется пилить. Сейчас толку. Что я здесь могу сделать? Да ничего. Ничего пока не могу делать. Походу будем делать. Будем подниматься. Смотри, скидывают. Зимой я здесь переходил. Вот именно на этом месте. Вот тут я прошел.
потом ниже выходил, здесь островки. Вот тут я переходил, ну, когда по волчьим следам шел. На волчьи следы, на поиск волчьих следов. Вот тут крутой спуск был. Потом здесь поднялся. Потом там крутой тоже берег, оказывается. Вот здесь и спускался. Да, здесь каждый поворот мне знакомый. Обычно река вон там уходит, сейчас напрямик прошел. Вот там река идет. Вот зимой здесь хотел переходить, но здесь открыто было. Потом вот выше на повороте там перешел речку. На лыжах ходил, последний поход был. Зимний такой. Но уток мало, 2 свияжа. Ну и чирки там несколько раз поднимались и все. Уток вообще нету. Все, закрываем охоту, хватит. Меня утками только болото и кормит. А много не надо. Пару раз вон там взлетели еще 2 утки. Мало их. Очередная засада, блядь, чуть не влетел я в эту елку. Короче, с берегом ушла елка тут. Боюсь, что там сучья, и могу я пробить лодку. Наверное, обойти лучше. Да. А тоже здесь затор потом будет. Мусор будет набиваться сюда. С берегом ушла елка. Когда поднимались, еще не было. Это сейчас он свалился. Вот такие дела. Так что чисти, не чисти речку. Толку нету. Первая изба, ребят. Останавливаться не стану. Поеду дальше. Тут все нормально. В принципе, уровень воды, как и вчера была. Такая же. Там, на палку посмотрел там. Тут у Ильи тоже изба. На каждом повороте на нашей реке избы. Есть где ночевать, переночевать. Ну вот и все, ребят. Не знаю, как встать, чтобы меньше ветра было. Вообще ужасный ветер поднялся. И хочу закончить этот фильм очередной. Ну и весеннюю охоту. Это была весенняя охота 2022.
больше уже с ружьем весной я никуда не пойду. Будем ждать осенней охоты, и тогда уже будем охотиться с ружьем. Вот. А все как было, поснимал. К сожалению, этот поход был без выстрела, без ничего. Так получилось. Уток нету, мало. Близко не подпускают. И я не огорчаюсь. Будут еще охоты. И на уток, и на боровую птицу. Ладно, ребят, спасибо вам за просмотры. И ждите новые фильмы. Будьте здоровы. Всем пока. Я сейчас схожу за машиной. И если смогу, сюда приеду на Жигулях. Надеюсь, не так глубоко еще. А может, да, наоборот, вода ушла даже. Позавчера больше воды было. Да, смогу я здесь переехать. Уровень воды немножко упала.